Важная встреча в ближайшие дни. Зачем Эмомали летит к Путину? Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого важного. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин проведут 13 октября переговоры. Лидеры обсудят региональную безопасность и функционирование российской базы в республике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости. Встреча пройдет в Кыргызстане, где президенты также примут участие в заседании Совета глав государств СНГ. 13 октября начнется двусторонней встречи. Это будет встреча с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Много есть тоже тем для обсуждения. Вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям и, конечно, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном. Вопросы, касающиеся функционирования в республике российской военной базы, которая является одним из ключевых факторов стабильности в регионе, сказал Ушаков журналистам. Встреча, по словам Ушакова, будет проведена непосредственно перед началом заседания Совета глав государства СНГ. Как сообщили ранее в пресс-службе главы таджикского государства, лидеры стран Содружества обсудят много вопросов, в том числе торгово-экономической сфере. Будут приняты важные решения, направленные на расширение сотрудничества в рамках СНГ в сферах торговли, экономики и культуры. Эмомали Рахмон уже посещал Кыргызстан в июне 2023 года для участия во встрече лидеров Евросоюза и Центральной Азии. Для российского президента Владимира Путина, который уже находится в Кыргызстане, это первая в этом году поездка за рубеж. 12 октября президент России провел официальную встречу с кыргызским президентом Садыром Жапаровым в резиденции Ала-Арча. После переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов, а также президенты выступили с заявлением перед журналистами. Также некоторые эксперты говорят, что будет обсуждаться тема, а именно дело, которое произошло совсем недавно. Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже. 10 октября 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Таджикистан, говорится в сообщении. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ. Следователя ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина Тилазада Ша, подозреваемого по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж» на срок до 10 декабря, сообщили агентству. Суть обвинений в отношении фигуранта дела не уточнили. В правоохранительных органах сообщили, что задержанного зовут Шариф Джон. В Одинцовском городском суде Подмосковья ранее рассказали, что человек с аналогичным именем и фамилией был задержан сотрудниками полиции 20 сентября при посещении закрытой территории в Московской области. Суд квалифицировал действия Тилазада Ша по части 3 статьи 18.8 «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в нарушении порядка выбора места пребывания». Ему был назначен штраф в размере 5000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Как следует из материалов судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС, Тилазада признал вину в посещении закрытой территории без специального разрешения, но не уточнил, с какой целью он это сделал. После этого он был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан в городе Егорьевске. О какой закрытой территории идет речь, в материале не сообщается. Между тем, как сообщает МЭШ, таджикистанца задержали за то, что он систематически передавал службе безопасности якобы Украины информацию о расположении средств ПВО около столицы. По информации с Шариф Джона, Тилазада задержали на территории закрытой воинской части. Сперва его приняли за разнорабочего, но оказалось, что он делал фото и отсылал кураторам за рубеж. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет колонии. А как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.